20 января в Якутске состоялись общественные слушания «Перспективы приемных семей Республики Саха-Якутия». Участники мероприятия подняли вопросы, волнующие всех приемных родителей. Один из вопросов – это оплата проезда приемных родителей, которые приезжают из отдаленных улусов для того, чтобы оформить документы на детей, или вот приезжают и забирают, да? Они на свои деньги детей возят, приезжают и да. Не один раз, может. Не один раз. И это очень, конечно, для приемных семей это очень тяжело. На слушаниях приемными родителями были подняты острые вопросы. Всем известно, что мы работаем не по трудовому договору, а по гражданско-правовому акту. Нам выплачивается вознаграждение одному родителю. Из этих выплат удерживается налог, хотя не считается заработной платой. Мы, приемные родители, не защищены юридически в том плане, что при выходе на пенсию у нас не считается трудовой стаж. А наши приемные родители, которые сейчас на пенсии, не могут воспользоваться субсидированным проездом. Вопросы, касающиеся подготовки, сопровождения, а также поддержки приемных семей, поднимаются в последнее время все чаще. 31 октября у нас в парламенте состоялся круглый стол по проблемам приемных семей, в результате которой у нас выработаны рекомендации, которые направлены, начиная с Солодовым, председателя правительства, министерства, муниципалитеты. Соответственно, мы себе тоже дали поручение, и сейчас в этом году, в 2020 году, мы начинаем проработку тех вопросов, которые были озвучены на круглом столе в парламенте. На слушаниях приемные родители поднимали вопросы дополнительных расходов на развитие приемных детей. У меня вот такой вопрос. Оплата проезда на конкурсы, олимпиады, соревнования для одаренных детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. У меня каждый год вот дети одаренные ездят. Вот один у меня ездил на Турцию и Москву, и я не могла им найти деньги. И воспользовалась своим проездом. У меня двое выпускников студентов, и в этом году оканчивает третий сын. Тоже я хотела бы насчет постинтернатовского сопровождения. И чтобы нас, я хотела бы просить, чтобы нас, как приемных родителей, вознаграждение до 23 оплатили. Озвучивали приемные родители тему необходимости поддержки приемных семей на селе. Есть такие программы для молодых специалистов, живущих на селе, молодым семьям, многодетным семьям. Мы ни под такое не подпадаем. Многие семьи у нас пенсионного возраста, у многих не позволяет доход и получить кредит. В связи с этим предлагаю разработать специальную программу для выделения безвозмездного финансирования для улучшения строительства жилья для приемных семей. Один из волнующих вопросов – невыплата заработной платы приемным родителям и низкий размер вознаграждения. 2008 года, после реорганизации семейных детских домов, приемные семьи, я получаю денежное вознаграждение в размере 8370 рублей в месяц. Это соответствует сегодняшнему прожиточному минимуму. Но хорошо, что мне оставили вот это вознаграждение. У других приемных семей приемные отцы не получают ни рубля. Хотя они принимают немаловажную роль в воспитании детей. Но почему нельзя пересмотреть, попытаться найти механизмы решения и внести поправки в региональном законодательстве, принять решение платить в виде заработной платы, не вознаграждения за огромный труд обоим приемным мамам и отцу. По итогам общественных слушаний были озвучены конкретные предложения по поддержке приемных семей республики. Сегодня прошел очень продуктивное совещание с органами власти. Надеюсь, что наконец-то слышали наши проблемы приемных семей. Сегодня слушания прошли в достаточно хорошем и высоком уровне. Нас наконец-то услышали и депутаты наши, и городская дума, и Ильтумен,
и исполнительный орган, это и Министерство труда, и Министерство финансов. У приемных семей, безусловно, есть все перспективы, а для этого необходимы грамотное профессиональное сопровождение и поддержка на всех уровнях. Я, как народный депутат, вижу достаточно четко эти перспективы. Ну, первый момент – это сделать все возможное для того, чтобы в ближайшие десятилетия таким образом организовать работу с приемными семьями, чтобы практически всех детей, оставшихся без попечения родителей, осиротевших детей, передать из учреждений государственных в приемные семьи, в надежные родительские руки. Но при этом мы понимаем, что надлежащим образом должны работать те же органы опеки. Но я думаю, что это все, система у нас хорошая. Если где-то человеческий фактор имеет место быть, скажем, не выполняя тот или иной функционал, это все решаемо. Если мы все-таки передадим в приемные семьи, мы существенно сэкономим государственный бюджет, потому что все уже прекрасно понимаем, у нас есть расчеты, которые подтверждают, что содержание ребенка, значит, в том же детском доме это в десятки раз дороже, чем в институте приемных семей. Это первое. А вторая перспектива, к которой мы должны идти, стремиться как ориентир, это, скажем так, обеспечить мерами государственной поддержки приемные семьи, так же, как и многодетные семьи, которые воспитывают своих кровных родных детей. Это очень важно. И я бы очень хотела в перспективе следующее послание президента Российской Федерации услышать, чтобы там был достаточно серьезный блок по поддержке приемных семей, которые сейчас, которым сейчас воодушевились, допустим, в послании по материнскому капиталу, по решению демографической проблемы. Если мы подведем к преференциям, льготам приемные семьи к многодетным, я считаю, что это вот такая перспектива, она окрыляет, и если, дай бог, мы этого добьемся, то будет не стыдно приемным семьям и детям-сиротам смотреть в глаза. По итогам слушаний было принято решение сформировать межведомственную группу по разработке законопроекта по поддержке приемных семей республики. Мальчики Ваня и Семен поступили к нам 27 марта 2018 года. То есть вот в марте, в конце марта они уже у нас год как будут жить. Есть, Ваня, у тебя одинаковые? Одинаковые. У меня есть. Я начинаю. Давай дальше ты продолжаешь. Когда поступили, Семен ходил у нас еще в детский сад, в подготовительную группу. Пришел, молодец был, буквы знал, хорошо считал в пределах 10, везде все помогал, ну прям вот вообще умничка. Ваня поступил к нам, уже учился в 1 классе, учительница тоже хвалила, молодец. Шустро соображал. Надежды возлагали большие в 1 классе на Ваню. Но наступил 2 класс. Ваня как-то активность немножко поубавилась. Учеба, конечно, он молодец. Он любит передачи смотреть, где вот именно познавательные. Всем интересуется, рассказывает, где что услышал, начинает дальше воображать, придумывать что-то, сочинять. А как это будет, а как это... А если вот такое в природе или нет? То есть вот этим всем интересуется, молодец. Разносторонний ребенок. То есть может и порисовать, может и полепить. И в спортзал они у нас ходят оба. Семен любит спортом заниматься. Семен посещает у нас футбольную секцию. Учится сейчас в 1 классе. Тоже хвалят ребенка. Чтение, конечно, у нас пока Семен еще, да, немножко оставляет желать лучшего, но мы думаем, что мы все нагоним, все успеем. Рисовать тоже любит, разукрашивает аккуратно, старается, не торопится. Братья, ну, в принципе, братья молодцы. Друг другу помогают, когда о помощи просят, всегда скажут спасибо, пожалуйста, то есть вежливые, воспитанные, эти слова знают. Ты 2 карточки уже, Вань, положил. Пока я рассказывала, ты меня уже немножко хитрил. 2 карточки положил. Да, у меня нет ни одной. Поэтому хотят в семью, хотят. Да, Семен? Семен хочет, Ваня тоже хочет, да, в семью? Хочет семью. В общем, мальчишки хорошие. Где о чем попросишь, все сделают, все выполнят.
только Ваня старается немножко побыстрее это сделать, а Семен более тщательно все это делает. Помощь всегда свою предлагают. Поэтому молодцы. Ну, конечно, хотелось бы действительно, чтобы дети обрели семью, чтобы у них все было хорошо. А расскажи про Ваню. Ваня мой лучший брат. С ним никогда не бывает мне скучно. Ваня всегда мне занимает время для игр, занятий веселых. И еще я учу тебя чему? Умножение. Ваня меня учит умножению. Всем молодец. Быстро запоминает, все хорошо учится. Я ему помогаю решать математики, примеры сложные, которые он не может решить. И, соответственно, помогаю ему читать. Семен умеет читать. Говорю ему, как читается там, какие буквы. Он некоторые буквы хорошо не умеет выбирать. Я ему говорю рыба, он говорит рыба. Это в садике было. Ага. Но в школе он уже научился хорошо говорить. Это еще в садике было, когда был конец. Да. Братья Иван и Семен во всем поддерживают друг друга, и нам бы очень хотелось, чтобы они обрели семью. Знакомьтесь, Толя. Малышу всего 3 месяца. Он активный и подвижный. Держит голову, реагирует на звуки, гулит. Любит лежать на животике, ест и спит хорошо. Толя очень нуждается в заботе и внимании.